Эфир телеканала «Грозный» продолжает выпуск новостей. В студии Лева Катаева. Здравствуйте. И коротко о главных событиях дня. Бабушка из ветхого дома готовится к новоселью. У кого еще из жителей 12-го участка изменилась жизнь? Они окрыляют и даже приземляют. Грозная 724 ждет разрешения. Авиадиспетчеры отмечают профессиональный праздник. Каждый житель и нарушитель с ним знаком. Чеченский участковый будет защищать честь мундира на всероссийском конкурсе. Лес будет жить, расти и цвести. Как говорил глава республики, зелень дает воздуху больше кислорода. Мы на это сегодня и занимаемся, и работаем. Города и села озеленяют планету. Масштабные мероприятия, которые проводятся на 12-м участке, уже изменили жизнь нескольких семей. В своем сюжете мы уже рассказывали историю бабушки Баянт. Она живет одна в ветхом строении, которое и домом-то назвать трудно. После того, как в гостях у нее побывал глава региона, началась новая жизнь. К Сасаевым Рамзан Кадыров не наведывался, но и у них в жизни настали перемены. Подробнее Милана Манаева. С этих конфет и началась ее сладкая жизнь. Полакомиться ими может каждый желающий. Кого только не угощала Баянт. В этом списке даже глава республики. Рамзан Кадыров поручил построить для Баянт Темишевой дом. В этом ни отопления, ни света. Постройка 50-х держится на одном честном слове и доживает свои последние дни. Сразу по завершении субботников строители приступят к возведению нового дома для бабушки. Все заботы Баянт, кроме одной, позади. Теперь ее головная боль не проливные дожди или холодная зима, а меню праздничного новоселья, на котором главным ее гостем будет Рамзан Кадыров. Мечтать о светлом будущем уже не надо, говорят супруги Сасаевы. Оно уже есть. Сейчас Хасан и Рукият обживают новую квартиру. С 12-го участка на Олимпийский проезд они переехали совсем недавно. Несколько лет Сасаевы ютились в маленьком вагончике, в котором условия, мягко говоря, были тяжелыми. А это спальня. А спальня ее. На балконе. Двухкомнатную квартиру в новостройке супруги получили в дар от Рамзана Кадырова. Мебель тоже подарок властей. Из старого дома в новый хозяева взяли только холодильник и мальчика, так зовут домашнего питомца. Скоро сюда переедет и их 5-летняя дочка, которую соцработники из-за сложных условий проживания семьи забрали в интернат. Милана Манаева, Юсуп Зубайраев, Джамиль Ахмадов. Новости. Работники министерств и ведомств республики продолжают убирать на территории 12-го участка Грозного. Производятся работы по вывозу мусора и очистке участка от бурьяна и высохших деревьев. Чтобы демонтировать ветхие и полуразрушенные строения, привлечена и тяжелая техника. В местах, куда ей не добраться, работы выполняются вручную. Передовым сектором на 12-м участке остается тот, который был закреплен за главой республики Рамзаном Кадыровым. Здесь с утра трудилось около 100 человек. Благодаря активному труду им за несколько часов удалось добиться того, что на месте зарослей и мусора появился ровный пустырь. После этого по поручению главы города Заура Хизриева силы перебросили на соседний участок. Ближе к обеду присоединился исполняющий обязанности мэра столицы. Ислам Кадыров был приятно удивлен, увидев темпы работ. Полностью очистили и площадку, отведенную под строительство мечети и детского садика. К этому времени и суп закипел. Всех участников сегодняшнего субботника пригласили к столу. Новое лекарство Паркон делает шаги в нашем регионе. В актовом зале военного госпиталя республики прошла презентация препарата, которому нет аналога в мире. Разработчик лекарства, немецкий профессор Наум Гольдштейн, рассказал по уникальности этого средства. Главная его особенность в том, что назальный спрей не применяется вовнутрь и практически не оказывает побочного влияния на организм. Созданный в сотрудничестве российских и немецких ученых на основе последних достижений науки, Паркон открывает новую эру в лечении многих заболеваний, главной из которых болезнь Паркинсона, отмечает
разработчики. Применяется препарат в неврологии, психиатрии и наркологии. Завоевавшее признание в России, это лекарство выходит на международный рынок. Единственным производителем как в России, так и за рубежом является фармацевтическая компания «Парк Фарм». Гости надеются, что данный препарат найдет признание и в нашем регионе. В Веденском районе скоро появится новый мост. Старая двухпролетная переправа через реку Абузаугол в изношенном состоянии. Сейчас неподалеку от нее строят новую. Полным ходом идут работы по устройству железнобетонного ригеля. Уже заказаны балки пролетного строения. Несколько десятков строителей и 8 единиц техники трудятся круглосуточно. Для постоянно находящихся на объекте рабочих оборудованы временные строения. По словам строителей, речная переправа селения Дуцфутер будет готова к сдаче к концу этого года. Анзор Музаев провел очередную инспекцию по образовательным учреждениям. Внимание министра образования и науки Чеченской Республики было приковано к Грозненскому району. Вместе с главой района Алер Санукаевым он посетил школы в поселке Гикао, Чеченауле и Куары. Особое внимание министра было приковано к организации учебного процесса, управленческой деятельности и использованию нового оборудования, интерактивных досок и компьютеров в процессе обучения детей. Также во время инспекции обсудили вопрос определения места для строительства новых школ в селе Куары и Чеченауле. С грядки на прилавке аграрии и фермеры выставили продукцию на продажу. Сезонная ярмарка прошла в Грозном. Овощи без ГМО и мясная продукция раскупаются на раз, заявил наш корреспондент. Было 3 тонны, а осталось лишь 700 килограммов. Господ Тепличный подсчитывает прибыль от продажи огурцов. Впрочем, как говорят сами аграрии, видеть, как товар сметают с прилавков, весьма отрадно. Здесь можно найти разные продукты питания – молочные, зерновые, мясные и многие другие. Вице-премьер-министр сельского хозяйства Муса Дадаев общается с продавцами, осматривает продукцию и отмечает, местные фрукты и овощи покупать гораздо выгоднее. Вся эта продукция, которую можем производить внутри рынка, чтобы продукция, которая сравнивалась с завозимой продукцией, и продукция, у нас, которую мы внутрь уже сами производим. Этому окружению. И заодно это реклама будет, и чтобы покупатели видели, что ниже рыночных, если мы будем покупать у своих же производителей, нам же выгодны деньги, как говорится, рабочими у нас в республике будет. Местные покупатели о выгоде таких покупок тоже знают. Покупают не в килограммах, а мешками. Не только растительная продукция, но и мясная, мучная, а также консервы и колбасные изделия. Марина Варханова знает, чем порадует сегодня семью. Хотя, судя по размерам ее сумок, домашнее меню определенное как минимум на неделю и даже месяц вперед. Ярмарка продлится до конца завтрашнего дня. Продавцы довольны. Грузовые машины уедут домой пустыми, а завтра вернутся с новой партией товаров, отборных, домашних. Занап Малатова, Умар Шамсуев, Заур Магомадов. Новости. В Шелковской центральной районной больнице вопросы здравоохранения обсуждали глава администрации Шелковского муниципального района Исмаил Дадалаев и министр здравоохранения республики. После общения Исмаила Дадалаева Муса Ахмадов распорядился с понедельника начать работы по формированию фельдшерско-акушерского пункта в селе Парабыч, где проживает более 1000 жителей. Исмаил Дадалаев выступил также с предложением перенести инфекционное отделение из центра станицы Шелковской ближе к районной ЦРБ. Здесь рассмотрели вопросы дефицита медицинских кадров, строительства жилья для медиков и материально-технического обеспечения лечебных учреждений. I problem jo izgodu god материально-технический баз твой ЦРБ, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, тяга для соблюдения лицензионных требований, достаточной качественной медицинской помощи, это дигбобина. Сами оставаясь на земле, они поднимают самолеты в небо и приземляют их. Профессиональный праздник отмечают авиадиспетчеры. Управляя воздушными полетами, они несут ответственность не меньшую, чем пилоты. Муслим Адилов наблюдал за работой. Борт прошел Пинту, посадочный 260.
Координаты для пилота переданы. Теперь необходимо проследить, чтобы самолет приземлился прямо по схеме. Ее контролируют авиадиспетчеры. Они уже в 53-й раз отмечают свой профессиональный праздник. Хотя отмечать не приходится. Как говорится, первым делом самолеты. А для них они ассоциируются уже не совсем со свободой и в какой-то степени романтикой, а с суровыми рабочими буднями. Локатор показывает воздушное судно. Здесь на экране появляются отметки. И здесь показывается высота, скорость и его место по полярной системе. Авиация всегда привлекала людей талантливых и отважных, способных преодолевать трудности. Небо – это то, что незримо связывает страны и континенты. И поэтому для сотрудников воздушной гавани особенно важна профессиональная солидарность и взаимопомощь. На сегодняшний день в мире работают десятки тысяч авиадиспетчеров, которым в прямом смысле слова доверяют своей жизни миллионы человек. И зная цену ошибки, им приходится нелегко. Цена ошибки, она очень дорога. Это человеческие жизни, не одна жизнь. Вот. Это осадок остается сильнейшего человека на всю оставшуюся жизнь. Даже если ты допускаешь маленькую ошибку, уже как бы чисто психологически тяжело. Человеческий фактор дает о себе знать. Высокий профессионализм и собранность – самые необходимые качества для авиадиспетчера. Одна из самых ответственных работ на земле, ведь они, как их часто называют, воздушные лоцманы. Ну вот, видите, казалось бы, ничего особенного. Большая часть полетов завершается без каких-либо происшествий. Но на самом деле не так все просто. Лишь одна ошибка авиадиспетчера может стать последней для всего экипажа. Муса Медилов, Алихан Курбанов, Ислам Хаджиев. Новости. Вхож каждый дом веренного ему участка Темирлана Абдулаева в Хамбирзе знает каждый житель. И он хорошо знаком с местным населением, особенно с нарушителями. Охраняющие в селе покой и правопорядок участковые готовятся защитить честь мундира на всероссийском конкурсе. Рахим Гериханов подробней. В любое время дня и ночи на помощь людям он спешит. Нет, он не спасатель, он участковый уполномоченный полиции. Тамерлан Абдулаев уже 8 лет приходит на работу в одно и то же время, без опозданий. Дисциплина – главная составляющая его работы. Еще в 16 лет он решил, что будет работать в органах, и поступил в Краснодарский университет МВД России. Времена тогда в республике были неспокойные, но решение было непоколебимое. Сказалась, наверное, преемственность поколений. Если он берет какую-то цель, он... Пока не пройдет его полностью на все 100%, он не остановится. Не будет отлаживать на завтра, на послезавтра. Хороший напарник, хороший помощник, хороший друг, хороший брат и в работе, и за пределами работы. В этом году Тамерлан Абдулаев будет представлять Чеченскую Республику на всероссийском конкурсе «Народный участковый», который проводит МВД России совместно с издательским центром «Комсомольская правда». Перед этим он прошел 2 республиканских отборочных этапа. В конкурсе участвовало изначально 20 человек из 20 районов нашей республики. Значит, во второй этап вышли 8 человек, значит, и по итогам этого конкурса во втором этапе у нас победил Абдулаев Тамерлан. Прежде всего, это решение граждан нашей республики. За время работы в МВД Тамерлан Абдулаев был участковым в нескольких населенных пунктах. С 2010 года он обслуживает село Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района, в котором проживает более 3000 человек. Рассчитывать на доверие населения участковый может лишь в том случае, если он является не просто грамотным специалистом, но и всесторонне развитым человеком, умеющим объективно оценивать самые разные ситуации. Тамерлан Абдулаев кузбал вечан, шебал беш, не хашкош деш, отзывчивый олш. Митчхина надо шикаякч. Хахке хаво шибалт хазбал беш нас тарлушвал Тамерлан. Заслужить такое отношение граждан непросто, но возможно, если качественно выполнять свою работу и с пониманием относиться к проблемам жителей участка. А их, как показывает практика, хватает. Что только не встречается и какие только вопросы не бывают. Бытовые, там, разные, по всем вопросам. Юридические консультации приходят там, чтобы просить консультироваться там. Участковый, чтобы его уважали, каким он должен быть? Участковый должен быть вежлив, общителен, чтобы войти в доверие людям, чтобы люди верили, надеялись о том, что будет помощь как участкового. Общение, главное, вежливость.
Перед всероссийским этапом конкурса Тамерлан слегка волнуется. Это большая ответственность представлять республику. Вот если нужно было бы участвовать в каком-нибудь поединке, не волновался бы, шутит он. Народный участковый Чеченской Республики, мастер спорта по боксу. Все, кто желает поддержать нашего земляка, поистине достойного кандидата на победу, сможет проголосовать за него с 5 ноября 2012 года на сайте издательского дома «Комсомольская правда» на специальной странице «Народный участковый 2012». Онлайн-голосование будет продолжаться до 14 ноября. На работе участкового уполномоченного Абдулаева исход голосования никак не отразится. Он также будет допоздна засиживаться на работе, решая проблемы граждан. И только после возвращаться домой, где его всегда ждут и с пониманием относятся к его службе. Рахим Гериханов, Резван Абдулмуслимов и Ислам Бакаров. Новости. Планета стала зеленее. Липы и сосны сажали в Центуру. Стоит отметить, что акция озеленения всероссийского масштаба. И Фатима Магомшарипова посадила деревца. Во всероссийской акции «Живи лес» приняла участие Чеченская Республика. С самого утра мероприятия по посадке деревьев проходят во всех районах Чечни. В стороне от праздника не остались и в селе Цинтарой. 17-летний Хабиб Эльмурзаев со своими однокурсниками пришел помочь сегодня организаторам озеленения окружающей природы. Помимо студентов Обширонского лесхозтехникума, здесь собрались представители Курчалоевского и Гудельмесского лесничеств. Организатором акции выступил комитет правительства Чеченской Республики по лесному хозяйству и водным ресурсам. Деревья сажают двух видов – липу и сосну. Кстати, за ними не пришлось ездить, они местные. Как вы видите, посадки идут. И мы стараемся, чтобы наша республика, как говорил глава республики, зелень дает воздуху больше кислорода. Мы на это сегодня и занимаемся, и работаем. Зеленые насаждения не только украшают наши города и села, но прежде всего играют важную роль в оздоровлении окружающей среды, отмечают экологи. Они издавна считаются надежной и проверенной защитой от загрязнения воздуха. В Цинтарое сегодня уровень защиты заметно повысился на 200 саженцев. Фатима Магомшарипова, Ибрагим Париулидзе и Жемиль Ахмадов. Новости. Акция «Живи лес» прошла и в Шелковском районе. Однако помимо озеленения здесь организовали и субботник. Алевтина Банадыкова о дне, проведенном ради экологии. Субботник в белых халатах. Медицинские работники Шелковской центральной районной больницы помогают не только пациентам. Взяли инициативу в свои руки и убрали территорию у медучреждения. Не мастер, а врач. На все руки – это про них. И день выбрали такой, чтобы проводить субботник не в ущерб пациентам. Затем, как преображается станица, следил и глава администрации Шелковского муниципального района Исмаил Дадалаев. Здесь тоже субботник. Молодежную территорию бывшего кинотеатра очищают от мусора. Что здесь будет? Вот главный вопрос. Либо восстановят прежнее здание, либо создадут молодежный центр. В любом случае, этот объект не останется без внимания. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в районе на первом месте. В школе населенного пункта Парабыч проходит акция «Живи лес». Зеленый патруль вышел на службу в выходной. Здесь высаживают липы, чтобы сделать школьный участок настоящей зеленой зоной. Это не только красиво, но и полезно. Дух мероприятий, дух конкурса участвуют на республиканские районы, дух что. Акция проходит по всей стране. Школьники села Парабыч решили показать, они заботятся об окружающей среде. Мы сегодня посадили липы, очень полезное дерево, имеющее лечебные свойства. И я думаю, что это будет уроком жизни для детей, потому что они принесли пользу своей школе, своему селу, и память о нас будет. По итогам сегодняшней инспекции главой района было дано поручение отремонтировать станичное здание архива и Дом культуры в селе Парабыч. Без внимания не остались и Шелковской ясли сад, здание аптеки и молельный дом для православных. Средства на эти объекты будут изысканы за счет внутреннего резерва. Районный субботник продлится до понедельника. Алевтина Банадыкова, Резван Абдулмуслимов и Ваха Кантаев. Новости. Комната, в которой собрана история во Втурах, открылся музей имени шейха Эвлия Алимитаева. В нем собраны предметы, которые принадлежали этому известному религиозному деятелю и его потомкам. Экспонаты изучил Алхазур Керимов.
Ваза, часы, четкий коврик для молитвы – это не все вещи, которые теперь будут храниться здесь, в музее имени патриота-миротворца и политика шейха Авлия Али Митаева открыли в его родовом селе Автуры Шалинского района. Вещи, принадлежавшие ему и которыми затем пользовались его потомки, организаторы попытались собрать в одной комнате. Пока здесь всего 50 экземпляров, но они надеются, что их количество с каждым днем будет увеличиваться. Осмотрев экспонаты, собравшиеся, это представители местной власти, жители и потомки Авлия, направились в актовый зал. Здесь им продемонстрировали ролик, рассказывающий о жизнедеятельности известного и влиятельного общественного деятеля Чечено-Ингушетии. В 1912 году он впервые основал в родном ауле мусульманское медресе и русскую школу, в которой изучались чеченский, русский, арабский языки, естественные науки, ботаника, зоология, биология, география. Родился шейх Авлия Али Митаев в 1881 году в семье известного шейха Баматгири Хаджи Митаева. Окончил городскую школу в Грозном. Он прекрасно владел чеченским, русским и арабским языками. Всесторонне образованный человек. Он хорошо разбирался в политике, истории и философии. Собравшиеся уверены, открытие музея, тем более в школе, которая носит имя шейха Авлия Али Митаева, событие, значимость которого трудно переоценить. Подрастающему поколению есть на кого равняться, а такие примеры воодушевляют на подвиги во имя Родины. Алхазур Керимов, Фатима Магомшерипова, Заур Магоматов. Новости. Такими были новости. Спасибо, что были с нами. Адикелш.